Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. Сегодня у нас опять распаковка. Колода, вот такая у нее история интересная. Это призрачное Таро. Вот. Но проблема в том, что я ее заказала в Великобритании, и она мне шла целый месяц, мне кажется, даже с лишним. И меня заставили заплатить еще и налог за нее. Хотя специально подбирала цену, чтобы налог не платить. Вот у нас в Германии от определенной цены, если ты с другого государства что-то покупаешь, да, или тебе посылают посылку, с определенной цены еще налог не платится, да, там, по-моему, 19 евро. А чуть-чуть порог переходишь, и тебя заставляют платить налог, причем довольно большой. И вот так вышло, что они меня заставили, хотя цена была другой, а мне просто переписали там неправильно на посылке, и все. Вот такая история. Ну, хорошо, дождалась, да? Почему я заказала эту колоду? Она считается одной из самых лучших колод 2022 года. Таро, призрачное Таро, мол, такое невероятное художественное исполнение, мол, такая проработанная колода, как считают, такое качество у нее. У нее есть прям почитатели, обожатели. И я решила проверить, ну, если уж колода такая самая лучшая, одна из самых красивых, самых лучших, давайте ее проверять. Вот, давайте открывать нашу коробку. Ну, вот такая она пришла, что уже и не... Ну, видимо, на таможне ее вскрывали, эту коробку. Ну, вот смотрим, значит, с вами вот такая вот книжечка интересная. Ну, тут описываются, видимо, карты просто, вот и все. Вот вся история, небольшие статьи. Хорошо. Ой, тут такая, смотрите, штучка, да, даже положили вот такую штучку, чтобы вот прям элитно все было, видимо. Хорошо, давайте теперь смотреть карты, да. Скрывать наши карты. Так. Ну, вот если рассматривать саму карту, да, вот внимательно посмотрите, видите, такая ребристая поверхность. Ну, правда, очень красиво, конечно, изображено. Тут у нас Алиса в стране чудес. И, знаете, кролик, да, в нору за белым кроликом побежали. Действительно красиво, ничего не могу сказать. Такие, видимо, черно-белые рисунки, да. И видите, карта, она такая ребристая, или как сказать, пупырчатая, не знаю, как это сказать. Неровная у нее поверхность, и действительно бумага, вернее, картон очень хороший, да. Вы знаете, у меня такого качества колода есть еще одна. Это Таро «Подземелья и драконы». И я очень радовалась, когда впервые увидела именно такую карту, что вот такая вот именно бумага или как картон, и что это качество действительно очень хорошее, я вам честно скажу. То есть это уже не какая-то вот дешевая печать, а прямо вот видно, что дорогая. Хорошо, рубашка. Как вам рубашка? Такая немножко необычная, но вот видно же, что ее кто-то прорисовывал, как будто, или, может быть, это какой-то, не знаю, как трафарет делали или что. Ну, красиво, конечно, красиво. Давайте рассматривать. Тут у нас маг. Так, шут маг. Ну, что ты не хочешь, да, ты, ленточка? Жрица. Ну, смотрите, вот красиво нарисовано вроде бы, да? Ну, как бы видно, что художник работал, все. И это у нас акварель, я так понимаю, черно-белая, но акварель ведь, правильно? Но сказать, что вот это, ну, вроде как профессиональный художник, но сказать, что это на 100% серьезное художественное исполнение, я тоже как бы не могу, да? Но художник работал, видно, что работал. Императрица беременная у нас здесь, императрица. Давайте рассмотрим карты. Значит, император в египетском стиле. А тут у нас иерофант, как Мерлин, да? У него что-то коты белые. Интересно. Влюбленные. Колесница. Красиво. Воздушный шар, да? Красиво. Так, тут у нас, значит, сила. Ну, карта на ощупь реально хорошая. Ну, то есть это правда прям. Видите? Отшельник. Колесо.
правосудие. Я бы назвала как рисунки немного детские все же, согласитесь. Повешенный. Дети так обычно рисуют, мне кажется. Может, я не права. Смерть. Умеренность. Все костюмы, заметьте, да, в стиле 20-х годов прошлого века. Дьявол. То есть вся колода сделана вообще в стиле 20-х. Правильно же? То есть специально подобрано так, что художник работал акварелью, и в черно-белом стиле, и чуть-чуть, может быть, добавлено, видите, серый и коричневый, чуть-чуть. Может, чуть-чуть там какого-то еще, да. Но это все в стиле 20-х годов прошлого столетия. То есть это четко видно, что вот 100 лет назад какая примерно вот веяние, влияние, там, костюмы, мода, вот это все. Видите, мир, какая карта. Это все идет оттуда. Это все 100% оттуда. Вот туз жезлов, да. Давайте как раз вот оцените, нужно младшие арканы, насколько они проработаны вообще. Двойка жезлов. Тройка жезлов. Ну, я бы сказала, что проработанные, да, проработанные все же младшие арканы. Не совсем они заброшены. Четверка жезлов, видите, торт. Что это? Я вижу, что тут играют дети, но с чем? Может, это чучело какое-то висит. Надеюсь, что это не живое животное. Тут у нас шестерка жезлов. Кот поймал кого-то, там мышь, наверное, и несет на показ всем другим котам. Семерка. Восьмерка. Девятка. В стиле Райдер Уэйта все заметили, да? Десятка. То есть Артур Уэйт, вот как он воспринимал, в принципе, Таро, так вот оно и у большинства художников или там создателей колод идет. Согласитесь. Кубки пошли. Ну вот мне нравится, где изобразили больше, конечно, животных. Почему? Потому что очень мило. Тут кролики и кошки. Очень мило, да, вот это. Вот, видите, как мило. Он чаевничает с белыми кроликами. Ну, вот это прикольная идея. Конечно, образы этой колоды нам близки, верно же. Тут много есть интересного. Все старался человек, работал, да. То есть нельзя умолить его труд, это понятно. Ой, десятка, смотрите, какая красивая десятка кубков, просто потрясающая, мне понравилось. Это будет моя любимая карта, скорее всего, в этой колоде. Вот, да, человек старался, нельзя это не оценить, это все понятно. Но как будто бы человеку 13, может, лет, вот так. Ну, не знаю, это мое мнение, но примерно, да. То есть явно художник умеет работать с образами, но не с лицами, например. Может быть, это и любитель художника, да, опять же, мы не знаем 100% этого. Невозможно этого узнать. Если только сидеть биографию уже изучать. Шестерка мечей мне с воронами тоже понравилась. Семерка мечей в этом плане, вот как ниндзя, да, носит мечи, тоже интересная. Восьмерка. Девятка. Некоторые карты абсолютно не выдающиеся, да, но некоторые конкретно интересные образы имеют. Ну, или, по крайней мере, милые какие-то образы, да, которые нашему сердцу милые. Вот. Вот пентакли пошли, да, туз. Вот собачка играет. Двойка, тройка, четверка, пятерка. Тут собака идет уже не с мужчиной, да. Шестерка. Семерка. Вот семерка интересная, согласитесь. Такой мечтатель. На дереве сидит. Ой, восьмерка. Девятка, вот. Значит, десятка. Типа
наш дом, наша крепость, да. Паж, рыцарь, королева и король. Ну, что скажете? Что скажете? Является ли эта колода одной из самых лучших в 2022 году или нет? Я не знаю, не могу ничего сказать, потому что, ну, есть, конечно, варианты поинтереснее, может быть, больше проработанные и так далее. Но и эта колода тоже, конечно, очень красивая. Ничего не могу тут поспорить. Но мне показалось, что чуть-чуть детская, да, ну, может быть, но как, не совсем она имеет огромный глубокий смысл, например. То есть я не могу сказать, что она мне не понравилась, у нее хорошее качество, видно, что человек старался, работал рукой, то есть это не какая-то там компьютерная графика или еще что-то, но вы вспомните, мы вот с вами обсуждали и Лоренци Таро, и Пастораль Таро. Пастораль. Вот. И сейчас посмотрю Пастораль Таро какого года выпуска, значит, по-моему, тоже 22-го. Сейчас. Да, это тоже колода 2022 года выпуска. И, извините, она немножечко отличается, ну, конечно, яркими красками, и все, помните ее, да, вот делали обзор. Ну, а Таро Лоренци это вообще, конечно, тоже отдельная художественная история. Сейчас посмотрю, какой Ирена Лоренци, да, какой это год. Но Ирене Лоренци, она является иллюстратором профессиональным, это же понятно. Да, это тоже колода 22 года. То есть видно, что Пастораль Таро и Лоренци Таро делали профессиональные иллюстраторы. А здесь непонятно, немножко непонятно. И, конечно, я бы Лоренци Таро и Пастораль в 22 году сказала бы более удачными варианты, чем Таро Пхантомайс, да, то есть призрачное Таро. Ну, смотрите, пишите свое мнение. Всем пока и до новых встреч.